Автор говорит, является обязательным воздержание от такфира людей киблы. Это потому, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил говорить мусульманину на своего брата «О неверный». Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто скажет своему брату «неверный», то это непременно вернется к одному из них. Вынесение такфира должно возвращаться к людям, обладающим шариатскими знаниями. Они должны быть осведомлены об откровении и знать доказательства из Корана и Сунны со всеми подробностями. Необходимо, чтобы они также знали такие понятия, как «ам» и «хас», «мутляк» и «мукайят», «насих» и «мансух». Они должны иметь представление об их положении в шариате, а также знать, как действовали сподвижники, да будет доволен ими Аллах в тех или иных случаях. И поэтому мы говорим, что не разрешается кому-либо погружаться в вопросы такфира, кроме как если человек разобрался во всех аспектах религии, понял все тонкости и укрепился в этом. Далее автор сказал, «Не обвиняй никого из них в неверии из-за греха, и не выводи их из ислама по причине деяний, кроме как если по этому поводу имеется хадис». Почему он сделал исключение? Потому что основа в большинстве деяний мусульман – это отсутствие такфира. И поэтому чего больше, причин нечестия или причин неверия? Конечно же, причин нечестия больше. Поэтому он сделал исключение из общей основы более важным или редким, чем-то, из чего было сделано исключение. Что касается его слов, кроме как если по этому поводу имеется пророческий хадис, то имеется в виду, кроме как если доказательства указали на то, что данное деяние является куфром. И здесь нет разницы, будет это один из 10 известных пунктов, выводящих из ислама, или же какой-либо другой вид, связанный с единобожием в господстве, и так далее.